вдруг звонит Путин и говорит после выборов: одна новость хорошая, другая плохая. Путин говорит: с хорошей. Он говорит: вас выбрали. Он говорит: а плохая? За вас никто не проголосовал. Salam, hurmatlı vatandaşlar. Yine yanınızda görüşümüz yani Mikhail Zadornov bir anekdot aytadi. Baştan men rus тилине geçirmeden болмай ошибочки. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Если вы сейчас слышали анекдот от Михаила Задорнова, значит, один чиновник приходит к Путину и говорит: у меня две новости, одна хорошая, а другая плохая. И Путин спрашивает: ну, начни с хорошей. Первая новость: вас выбрали президентом России. Он говорит: а теперь плохую. Вторая плохая новость. Вторая новость: за вас никто не проголосовал. Вот именно вот так происходит все в Туркменистане. Здравствуйте, уважаемые туркменистанцы. Сегодня среда, 16 марта 2022 года. И я опять с вами, кандидат в президенты Туркменистана Мурат Курбанов. Как вы знаете, в Туркменистане состоялись президентские выборы. Когда страной управляет идиот, и когда в стране все делается по-идиотски, то и выборы проходят по-идиотски. Давайте мы рассмотрим это все, и я вам постараюсь это доказать. Как вы знаете, в Туркменистане прошли президентские выборы. Давайте ознакомимся с официальной информацией этих прошедших президентских выборов. По официальным данным, население Туркменистана составляет в 2022 году 6 миллионов 140 тысяч человек. Приблизительно, то есть оно меняется всегда, но приблизительно в этих пределах. То есть по данным Центральной избирательной комиссии, всего избирателей в Туркменистане составляет 3 миллиона 460 тысяч человек. То есть если 3 миллиона 460 тысяч человек избирателей, и на выборы явка избирателей была в районе 97,12%, как нам сообщает ЦИК Туркменистана, то получается в Туркменистане на выборах президента участвовало 3 миллиона 350 тысяч 200 избирателей. Ну, я бы вернулся к этим цифрам чуть попозже. То есть из них всего за пределами Туркменистана проголосовало 90,93% жителей. Или 1 миллион 363 тысячи 950 человек. Вдумайтесь в эти цифры. Из этих 1 миллион 363 тысяч 950 человек в Турции проживает приблизительно 70% всего населения, которое находится за рубежом как трудовые мигранты. Как вы знаете, более 40% населения Туркменистана работает как трудовые мигранты за рубежом. То есть из 1 363 950 избирателей в Турции находится приблизительно 1 363 950 тысяч человек находится всего избирателей, и 70% приблизительно где-то около 1 140 000 человек этих избирателей находятся за пределами Туркменистана. Значит, в посольство в Анкару и в Генеральное консульство пришло очень огромное количество человек голосовать. Вот давайте посмотрим, да. Если я, по-моему, ошибся данными, еще раз я переправляю. 1 363 950 человек находятся за пределами Туркменистана. Из них 45% по данным ЦИКа составляют люди, это не достигшие 18-летнего возраста. Значит, оставшиеся люди, да, в размере 825 тысяч человек, из них 70% находятся в Турции именно. То есть остальные в других вот странах всего мира, но в Турции вот из 825 тысяч находятся где-то избиратели 577 500 человек. Это где-то похоже на правду. Теперь, это значит 577 500 человек проголосовало в Турции участвовал в этих выборах. Это значит
так как в Турции находится у нас генеральное консульство в Стамбуле и посольство Туркменистана в Анкаре, значит, эти 577 500 человек голосовали вот в этих вот двух избирательных участках, которые находилась, одна находилась в Анкаре, а другая в Стамбуле. То есть в каждый избирательный участок, обратите внимание, 12 марта с 10 утра до 17 часов пришло голосовать 288 750 человек. Вот тот же, кто живет в Стамбуле, можете себе представить, в Стамбул 12 марта по официальным данным Туркменистана пришли голосовать 288 750 человек. То есть 750 человек. То есть это получается с 10 утра до 17:00 в каждый час приходило в генеральное консульство Стамбула, также и в посольство Туркменистана в Анкаре, 41 250 человек. Каждый час. В каждую минуту в это генеральное консульство заходило 6875 человек, чтобы проголосовать. По их данным. Эти данные Центральной избирательной комиссии Туркменистана. То есть можете представить, в минуту 6875 человек заходят в генеральное консульство в Стамбуле, чтобы голосовать. Вам не смешно? И это еще не самое смешное. Мы когда там протест хотели проводить, мы там больше 50, как только собрались, там полиция, всех разобрали, собрали, выгоняли там, я не знаю, уже это было заметно. Сейчас генеральное консульство в Стамбуле переехало, но там тоже нету таких площадей, чтобы в минуту, минутное посещение 6875 человек просто разместить на этой улице. То есть 288 750 человек, они физически не могут приехать в это генеральное консульство. Вот такие вот выборы в Туркменистане. То есть, когда идиот управляет страной, то есть и статистика она идиотская, и выборы идиотские, и вообще все по-идиотски, и даже смешно по-идиотски. Этого просто не может быть. Это еще не все. Идем дальше. По данным Центральной избирательной комиссии Туркменистана, на президентских выборах за Сердара Бердымухамедова отдали 72,97% голосов. Или 2 миллиона 524 762 человека. То есть из 6 миллионов 140 тысяч убираем 45%. Люди, не достигшиеся 18 лет, остается 3 миллиона 460 тысяч человек. Вот из них 72%, 72,97%, приблизительно 73% отдали голос за Бердымухамедова. То есть 2 миллиона 524 762 человека. Уважаемая Центральная избирательная комиссия Туркменистана, у нас столько людей нет взрослых в Туркменистане. В Туркменистане проживает всего лишь по самым большим расчетам 2 миллиона 350 тысяч человек. Если вы уберете 45%, ну там останется приблизительно около 2 миллионов. 2 миллиона 200 где-то останется. То есть у нас нету 2 миллиона 524 тысячи 762 избирателя в Туркменистане, достигших 18 лет, нету. Откуда у вас эти цифры? То есть и это еще ничего не все. Идем дальше. Чтобы понять, как нагло нас обманывают, да, 93% голосов, 97% и 3% участвовали, явка избирателей на этих выборах и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, как нас нагло обманывают. Вот, допустим, в России на последних выборах явка избирателей составила 69%. Хотя Россия, там есть гражданское общество, там есть активисты, там есть общественные организации, там есть предвыборная кампания, которая не проводилась за 1 месяц. Я не знаю, за 6 месяцев проводилась. Агитационные площадки, агитационные поезда, самолеты, агитационные стадионы, там группы, штабы, там, ну все это было. И даже они не смогли собрать больше 70%.
69%. Плюс население грамотное, плюс гражданская активность населения очень высокая по сравнению с Туркменистаном. Все это есть, и они собрали всего 69% явку избирателей. Посмотрим, думаем, ладно, Россия не тот показатель, отсталая страна. Посмотрим Америку. На последних выборах, когда Байден выиграл, в Америке явка избирателей составляла 66,7%. Это с учетом того, что 1,5 года шло усиленное приглашение избирателей на выборы. Шли там всякие избирательные кампании разного рода, для разных слоев населения и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И то 66,7%. В 1900 году на выборах пришло 77%. За всю историю Америки один раз. И это был рекорд всемирный для них. Больше не было. Ладно, Америка это другой континент. Давайте посмотрим Европу. В Европе на парламентские выборы Европарламента пришло 51% явки избирателей. То есть 51% избирателей пришли голосовать. Как получается, что 97% и 3 приходят явка избирателей в Туркменистане? Вы мне можете объяснить? Если страна на карантине, первое, то есть все закрыто, человек не может из дома выйти, первое. Если вы хотите сказать, что избирательные участки ездили по домам, собирали, это невозможно. Почему? Потому что, это невозможно физически. Один избирательный участок, там 5-6 человек, даже хоть 10, у него 1350 избирателей. Он не сможет за день обойти их. Это физически невозможно. А таких сколько избирательных участков в Туркменистане. И это все разбросано. Это же не в городе Ашхабаде. Это физически невозможно. Ни за 3 дня, ни за 10 дней невозможно. Это большие расходы транспорта. Это логистика, просто невозможно. Поэтому опять ложь. Идем дальше. В Туркменистане 97,12% избирателей, явка избирателей. То есть, если в России, в Америке, в Европе приблизительно показатели одинаковые, от 51% до 69%, то эти общества развиты, там гражданское общество все работает, там интернет есть, все есть и так далее. Там люди, безработица не 70%, как в Туркмении. В Туркменистане все избиратели ненавидят этих Бердымухамедовых. Как могут эти люди, которые ненавидят этого человека, могут прийти 97,12% людей, избирателей, да, прийти на выборы? Это невозможно. Это логике не поддается. Это как про белые машины. Президент Туркменистана сказал, что в Туркменистане должны быть только белые машины. Одного идиота мозги, и этими мозгами он проводит выборы. И, соответственно, он дает команду, потому что там Центральная избирательная комиссия ничего не делает. Это все говорит Бердымухамедов. У этого идиота и цифры на выборах идиотские. И выигрыш идиотский, и управление идиотское, и песни идиотские, и ведет себя как идет. Просто психически больной человек. Чтобы поставить своего сына, нарушил грубо все законы Конституции. Закон о выборах, все. Об этом мы еще поговорим. Он все, что можно, нарушил. Даже кроме этого, настолько все нарисовал. Это из 2000-х годов. Это фильм из 2000-х годов, когда там общество спало, когда интернет не был развит, когда социальные сети не были развиты и так далее, и так далее. Этот человек из 80-х годов сегодня в 21 веке, в 2022 году еще управляет нашей страной. Поэтому мы выглядим все как идиоты. Мы все в тяжелом положении, туркменистанцы. Потому что мы давно должны были его убрать. Но это еще не все. Пойдем следующий аргумент. Если народ ненавидит диктатора, желает ему смерти, он никак не может дать ни ему, ни его сыну 72%. Он не может прийти на выборы и голосовать, потому что явка 97,12% не может быть. Кроме этого, он должен прийти и еще дать голоса за этого сына диктатора, который ничем не отличается
Ни по глупости, ни по идиотизму от него. Еще больше. Он даже разговаривать не может, он говорит, его любимое слово – голову оторву. То есть он с чиновниками так разговаривает. В кабинет министра, на заседании кабинета министра он говорит, ты очкарик, ты лысый. То есть он называет своих коллег, будучи вице-премьером, своих коллег вице-премьером. Они сами выходят и его убить хотят. Они сами звонят и говорят. Каждый день приходят домой, берут большую пиалу водки, выпивают, чтобы успокоиться. То есть один идиот, психически как бы ушедший человек, меняет второго идиота, пока психически не ушедшего. Потому что у этого еще 30 лет есть. Я посчитал. Сейчас сыну Сердара Бердымухамедова или внуку Гурбангулы Бердымухамедова всего 20 лет. В 40 лет он может стать президентом. Значит, Сердар будет 20 лет. То есть мы уходим на 20-летние выборы. Поэтому у них и программа 30-летняя сейчас принялась. То есть они подготовились на дальнее плавание. Вот. Ладно, вернемся к нашим аргументам. Если явка во всем мире составляет приблизительно от 50 до 70%, в Туркменистане явка 97 и 12%, ну не может быть. Это явка диктаторских стран, это явка диктаторской статистики Туркменистана. На период 30 лет, все выборы, которые проводились, за 30 лет у нас было всего 2 президента. Мы чуть-чуть обогнали Казахстан. В Казахстане был 1 президент, у нас 2. То есть эти 2 президента выигрывали всегда выборы больше 97% голосов. Явка составляла 99 с чем-то. То есть, ну это же идиоту понятно, что это фальсификация 100%. Мы еще вернемся к фальсификации. Если наши люди убегают из страны, не хотят оставаться в Туркменистане, если Туркменистан, Бердымухамедов закрыл границы внутри, чтобы никто не смог убежать, и никто снаружи не мог заехать, то есть просто закрыл дороги. И люди, которые убегают, они как трудовые мигранты работают, у них паспорта просроченные, они нелегалами работают по-черному и перечисляют деньги своим родственникам в Туркменистан, чтобы не умерли они. Как вы думаете, эти люди придут на выборы? Однозначно нет. Как вы думаете, эти люди придут и проголосуют за Бердымухамедова и дадут ему 72,3%? Однозначно нет. То есть опять липа, опять что-то, которое не поддается логическому исчислению или логическому понятию. И самое страшное, в Туркменистане карантин. До сих пор, вы будете смеяться, 2 месяца назад, когда мы хотели 15 января провести протесты в Туркменистане, по всему Туркменистану, 14 объявили карантин и закрыли Туркменистан. Во Франции с понедельника масок нету, все. Ты можешь без масок, без этого, пас санитара, куда хочешь идти, все. Уже во всем мире в Туркменистан уходит на карантин. Там нету коронавируса, это уже не принципиально. Потому что президент Туркменистана, идиот, психически больной Бердымухамедов, ну, он сейчас бывший, какая разница, он сейчас председатель парламента, он объявил и подписал указ, что нету коронавируса в Туркменистане. Он одним указом победил его просто. То есть вот такой идиот, безбашенный, управляет Туркменистаном. Извините, что я такие слова применяю. Я по-другому не могу это сказать, потому что если серьезно говорить, то ты даешь серьезность этому идиоту. Поэтому уже слов даже не хватает. Идем дальше. По нашим подсчетам, явка избирателей всего была в Туркменистане 13%. Почему мы так говорим? Я со многих избирательных участков получил данные. Руководители избирательных участков мне звонили и сообщали данные. Поэтому я более суток работал с ними в Туркменистане после выборов. И узнал одно. Вот, допустим, председатель избирательного участка в Лебабском вилаяте. Он говорит: Мурат ага, у меня 1350 избирателей, которые имеют право избираться. 180 человек максимум пришли. Я специально сидел, считал. От 170-180 пришло. И те, кто пришли, их заставляли бросать за своих родственников, которые находятся в Турции, а у них в семье
где-то 40-50% уехало, 7-8 бюллетеней, 10 бюллетеней заставляли бросать. Я ничего не мог сделать. Мне даже слова не давали. Я не мог это остановить. Выборы не считайте действительными, он сам говорит. То есть фальсификация явная, наглая, вообще без ничего. Снимать нельзя. Все запрещено. Люди приходят там в течение дня 180 человек. Давайте посчитаем. За 7 часов пришло 180 человек. То есть за 3,5 часа пришло 90 человек. То есть за 1 час 40 минут пришло 45 человек. То есть, другими словами, грубо в час пришло 30 человек. Если в час 30 человек, значит, грубо говоря, в каждые 2 минуты приходил один человек. Один. Не 6800, один. И с такой скоростью они провели выборы и, соответственно, результаты. То есть в итоге мы посчитали, что в Туркменистане, по нашим данным, да, давайте сначала данные посмотрим официальные. В Туркменистане проживает 6 миллионов 140 тысяч человек, по их данным официальным. На самом деле проживает в Туркменистане 2 миллиона 350 тысяч человек, и за пределами Туркменистана около 1,5 миллиона. Всего населения Туркменистана внутри и снаружи, сейчас, которое находится, всего 3 миллиона 850 тысяч человек. Я их проверял по-разному. В Америке узнавал, в Турции узнавал, везде узнавал. Официальные данные в Турции 700 тысяч человек. Ладно, там еще 300 тысяч, видать, там нелегально, можно сказать, да. То есть официально заехали люди 700 тысяч человек. Пускай миллион будет. Вот я по всем странам вот звонил, созванивался, узнавал, 1,5 миллиона получается, грубо. Внутри, почему мы говорим 2 миллиона 350 тысяч? Потому что есть разнарядки по заготовкам хлеба, муки, сахара, продуктов первой необходимости, да, зерновых и так далее. Расчет идет из 2 миллиона 350 человек. Это разнарядки не в одном министерстве, по министерствам. То есть я хотел пробить вот по министерствам и вот это узнал. Официально узнал. ФЕМ официально позвонил, они мне дали данные, сходили, узнали, поговорили, им объяснили, разложили, сдеталировали и сказали 2 миллиона 350 тысяч человек. Итого 3 миллиона 850 тысяч человек. Поэтому, если, судя по официальным данным, 6 миллионов 140 тысяч человек проживает, если в Туркменистане, то уберем 46%, как Центральный избирком говорит, это люди до 18 лет, не достигшие до 18 лет. Всего избирателей 3 миллиона 460 тысяч человек. Из них 97,12% проголосовали. Значит, 3 миллиона 360 тысяч 352 человека проголосовали. То есть столько избирателей в Туркменистане нет. Невозможно эти голоса собрать. Даже если сегодня будете ходить, столько людей нету. Внутри Туркменистана, как я сказал, проживает 2 миллиона 350 тысяч человек. Из них 45% где-то до 18 лет. То есть итого на выборы должны были прийти 1 292 000 человек. Из этих 1 292 500 человек, избирателей, реально участвовало 13%. Вот мы посчитали по всем местам приблизительно одинаковые цифры. Где-то 7, где-то 12, ну 13% взяли. То есть 168 025 человек пришли на избирательные участки в Туркменистане. Это 13% от наших данных. От официальных данных это вообще очень низкие цифры. Теперь из этих 168 тысяч, вот смотрите, 35 тысяч составляет военные, 9 тысяч составляет нацбезопасность, 14 тысяч составляет полиция. Остальные 110 тысяч это госслужащие. То есть 58 тысяч это правоохранительные и военные вот эти структуры, да. Остается 110 тысяч человек. Это похоже тоже на правду. Это те, которые работают на предприятиях, заводах, фабриках, хакимликах, то есть в мэриях, те, которые обучаются студенты, те, которые работают преподавателями в вузах, в школах и так далее, и так далее, и так далее. То есть армия это 110 тысяч. Это административный ресурс. То есть они использовали 168 тысяч административного ресурса. Поэтому 13%. Ну еще плюс 3-4% населения
там избирателей проголосовало. Вот и все. Теперь посмотрим снаружи. То есть за пределами Туркменистана проживает 40% населения. Чуть более 40%. Из них в Турции вот проживает 1,5 миллиона. Из этих 1,5 миллиона, если мы уберем 45%, значит, этих молодых ребят, не достигших 18 лет или детей, то получается 825 тысяч человек избирателей. И из них, если 13% возьмем, то 107 250 человек в Турции должны были 12 проголосовать. Опять же, это 53 тысячи человек в день должны были проголосовать в посольстве в Анкаре и в Генеральном консульстве в Стамбуле. Это вот максимально. 53 тысячи человек, это значит за 7 часов приблизительно, ну, в час приблизительно 6 тысяч человек должны были проголосовать. Значит, если 6 тысяч человек приблизительно в час проголосовать, то получается в минуту где-то 600 человек должно было проголосовать. Пардон, 1000 человек должно было проголосовать. То есть нереально. Нереально просто. Пардон, 600 человек в минуту должно было проголосовать. Это просто нереально. Поэтому вот эти нереальные цифры, они и получаются нереальны с этих выборов. В итоге по всему Туркменистану проголосовало 275 275 человек. То есть и снаружи Туркменистана, и внутри Туркменистана. Или же от официальных данных, если брать 6 миллионов 140 тысяч человек, это всего лишь 8%. А если брать от наших данных 3 миллиона 850 человек, из них взять избирателей, то есть количество избирателей, да, то есть 2 миллиона 117 тысяч 500 человек, это избирателей, да, из них проголосовало 275 тысяч 275 человек или 13%. Вот теперь скажите мне, если президента Туркменистана выбирают 8% населения, это считаются выборами? То есть может ли человек, кому дали всего 8%, излагать интересы 100% населения? Или учитывать интересы 100% населения? Если да, откуда он знает интересы или желания остальных 92% населения, если они даже не пришли, не сказали своей волеизъявления и не сказали, что они хотят? Откуда он знает? Как он может управлять страной, если он управляет интересами только 8% населения? Остальные 92% он даже не знает, о чем они думают и что они хотят. Потому что они не дали ему голос. Они за кого дают голос, тоже неизвестно. Теперь пойдемте дальше. Это еще не все. Если взять наши реальные цифры, 3 миллиона 850 тысяч человек, и взять, что 13% проголосовало, то 13% тоже не считаются выборами. Не считается президент избранным, если всего лишь явка была 13%. И из них за него проголосовало, ну, где-то 10%. То есть 10% человек получил на выборах, он не может стать президентом. 90% людей не за него, значит. Значит, против него. Они не дали свой голос. Они за кого-то другого. Так как можно считать президентом Туркменистана Сердара Бердымухамедова? Как можно верить Центральной избирательной комиссии Туркменистана? Если Международный фонд не верит ни одним цифрам Туркменистана, если уже международные организации не верят статистике Туркменистана, полный обман. Они продолжают также обманывать. Поэтому вот это все, это и есть фальсификация называется. То есть наши голоса своровали, кидали в бюллетень, то есть в ящик наши бюллетени, собрали эти голоса, мы нигде не расписывались, никуда не приходили, и они вот эти голоса используют и говорят, нас выбрали. Полный обман. Вот Туркменистан ведет внутреннюю политику и внешнюю политику только на обмане. Только на воровстве и обмане. Сердар Бердымухамедов и Гурбангулы Бердымухамедов мошенники мирового значения. Они обманули не только туркменский народ, они украли не только голоса туркменского народа,
Они крадут не только природное богатство туркменского народа, они угнетают не только туркменский народ, они весь мир обманывают своими выборами, статистическими данными, делают мошенничество и ходят как президенты. Мошенники международного масштаба. В 7,45 раз они завысили фальсификацию и выиграли выборы. То есть я понимаю, 30%, где-то там 20%. 7,45 раз. Можете себе представить? С 10% он поднял, то есть с 8% он поднял до 72,3% свои голоса. Они не давали результаты. Я все думал, почему. Мы провели альтернативные выборы. Значит, специальная организация выступила в качестве нейтральной стороной. Значит, организовала нейтральные выборы, электронные, с идентификацией, все, с IP-адресами, со всеми документами, которые мы будем представлять международной организации, где есть эксперты по интернету и специалисты по технологиям информационным. Они проверят, естественно, они, естественно, подтвердят. Мы провели выборы. На наших выборах участвовало более 408 тысяч человек. То есть в Туркменистане участвовало 275 тысяч человек. Официальные выборы. Мы сделали открытые электронные выборы с идентификацией. Ты не можешь вторично участвовать в выборах. Участвовало 408 тысяч человек. Более 408 тысяч человек. Все, я посчитал, сегодня не поленился, все вот эти клоны, другие кандидаты вместе взятые набрали 24,5% голосов. Поэтому они посмотрели наши выборы, они официально публиковались, посмотрели и сказали: Сердар, ты не можешь 90, как твой папа, 99% выиграть, 99% или 97% не можем, потому что Курбанов там показывает, то есть вот эта вот организация там показывает, где Курбанов, где ДВТ, где другие кандидаты. Мы засунули 14 кандидатов, 9 официальных и 13 кандидатов, и 4 незарегистрированных. И провели выборы. И вот получается 24% людей, то есть 26, точно 26, потому что плюс Рахманов и плюс Нуры. Вот все вместе собрать где-то 27 получается. Они вот это убрали и сделали 72% выборы Сердара Бердымухамедова. То есть они объединили два выбора, взяли у нас несколько данных и использовали их. Можете сами посчитать, вот есть сайт «Выборы Туркменистана», просчитайте все голоса, кроме моих и Сердара Бердымухамедова. Оно так и получается. Ну, приблизительно. Чтобы смешно не выглядеть, вот они объяснили Сердару, мы не можем так показать, потому что там уже другие выборы идут, и там другие цифры. Мы должны как бы разумно быть. И вот так нарисовали цифры. Вот это и есть выборы. Для чего я это все рассказываю, уважаемые туркменистанцы? В очередной раз Бердымухамедова произвели захват власти в стране. Мошенники Сердар Бердымухамедов и Гурбануры Бердымухамедовы украли не только наши голоса, но и наши права, нашу страну. Они выкачивают и крадут наши природные ресурсы. Эти деньги поступают на внебюджетные фонды за рубеж, и оттуда лично Бердымухамедов ворует 80% всей экспортной выручки. 20% попадает в бюджет, и оттуда распределяется госчиновникам, поддержание Туркменистана и так далее. Поэтому даже увеличение цены нефти, газа не сказывается на жителях Туркменистана, на населении, на социальных их условиях не сказывается, ухудшается. Вот еще идиотская логика идиотского президента. Цены поднимаются, социальное положение населения ухудшается. Цены на нефть и газ поднимаются, 60-70% составляет, 70% составляет экспортная выручка от нефти и газа Туркменистана. Оно увеличивается, а условия проживания наших людей, социальные условия уменьшаются и ухудшаются. Вот при нормальном устройстве государства, да, это невозможно. Только при одном идиоте, когда руководитель один идиот, и выстроил идиотскую вертикальную схему, где он даже не руководствуется никакими законами макроэкономики, микроэкономики, системами, кредитно-денежным обращением,
никаким системой не руководствуется, да, завалил политическую систему, внутреннюю, внешнюю, экономическую, внутреннюю, внешнюю, все завалил, он просто дает команду. Вот этот Сердар Бердымухамедов, которого выбрали президентом, смотрите, его ноу-хау, чтобы снизить курс доллара, он не проводит никакие реформы в отраслях, никакие реформы в кредитно-денежной сфере, ничего не проводит. Что он делает? Официально нацбезопасность ночью приходит в Центральный банк, оттуда берут выручку ежедневную химического завода, около 1,5-2 миллионов в день, ночью, забирают в сопровождении нацбезопасности, раздают валютчикам, которые продают, и говорят им, курс такой-то, ваша цена 50 тенге, то есть 50 сантимов, да? Вы себе забираете, остальное держите. Те продают эти деньги, по курсу ставят обратно и в день зарабатывают 33 миллиона монет. То есть человек, который делает реформы по-черному, даже не знает, что это такое, сейчас стал президентом, и весь туркменский народ от него ждет чудо. Он сам чудо-юдо, поверьте. Этот человек сам чудо. Чудо является то, что как он оказался там. Чудо является то, что человек, зубной техник, который не в курсе экономических законов, финансовых законов, систем, управляет государством. Как он туда попал? Ему нельзя дом управления доверить. Завалит там. Разворует все. С утра до вечера на гитаре будет играть. Поверьте. Как он попал туда и как его сын, второе чудо, попало туда. Я вам сейчас это рассказал. Поэтому 2 апреля 2022 года мы проводим второй тур голосований, так как на первом туре голосований основной кандидат не набрал 50%. Он набрал 49,8%. Теперь второй тур голосований. Я каждого туркменистанца прошу участвовать во втором туре голосований. Если у вас есть паспорт, новый, старый, заграничный, это не принципиально, вы гражданин Туркменистана. Вы имеете право голосовать. Идентификация по паспорту. Эти все данные мы представим и Байдену, и Макрону, и всем международным организациям и заставим признать эти выборы. Поэтому участвуйте в этих выборах. Не делайте так, чтобы диктатура и на этих выборах победила. Каждый человек должен привести людей, убедить, участвовать в этих выборах. Кому отдают голоса, это их право. Но вы приводите людей и участвуем в этих выборах. Уважаемые туркменистанцы, я вам сейчас рассказал, как проходили выборы в Туркменистане. С завтрашнего дня мы начнем свою агитацию нашей предвыборной кампании. Не смотрите, что Сердар Бердымухамедов присягу дает, Сердар Бердымухамедов там клянется, Сердар Бердымухамедов одевает эту... Это все ерунда. Это все фальсификация. Поверьте. В Конституции написано, главный орган в стране – это народ. Вот народ сейчас голосует, он может любого человека в любое время голосованием убрать. И это считается законом. Не забудьте это. Это и в Америке так, и в Европе так, и у нас так. Это международные нормы. Самое важное, чтобы голосования были честными, открытыми и свободными. Это принципиально. Поэтому, что бы там ни говорили, вот уже некоторые говорят, выборы прошли, после драки кулаками не машут, проигравший никогда не наестся борьбой. Мы еще ни разу не проиграли. Нас не допустили участвовать в выборах. Были бы мы в выборах Туркменистана, в выборах президента Туркменистана, мы бы выиграли 100%. Я или другой кандидат выиграл бы. Сердар Бердымухамедов не набрал бы голосов. На наших выборах мы его обыграли. Больше, чем 2 раза. Мы нигде не проиграли. Мы идем дальше. Мы всегда выигрываем и идем. Поэтому давайте 2 апреля покажем. Это все опубликуется везде. Будет подготовлен рапорт. Я не могу все говорить, потому что режим быстро начнет бегать и блокировать все. Это дойдет до стола Байдена, дойдет до стола Макрона. Будет обсуждаться на верхнем уровне. Мы постараемся подтвердить эти выборы и сразу приехать в Туркменистан, арестовывать Бердымухамедовых. Поэтому участвуйте в этом. Как мы приедем в Туркменистан? Мы арестуем всех организаторов этой фальсификации. Далее мы объявим новые выборы Туркменистана.
Вся оппозиция, все люди приедут в Туркменистан и будут участвовать в новых выборах. Когда вы голосуете за меня, вы голосуете за новые возможности. Имейте в виду. Мы проведем новые открытые выборы. Почему я так говорю? Если мы не проведем в Туркменистане заново новые открытые выборы, у нас не будет кредитного рейтинга. Нас весь мир не примет. Нас должен не только свободный мир, весь мир принять. Чтобы у нас кредитный рейтинг был, чтобы с нами международные организации работали, международные финансовые институты, международные бизнесмены, как Илон Маск, спокойно финансировал, потому что он знает, там открытые выборы, там законы работают. Мы обязательно должны это сделать. Если мы не сделаем это, мы не сможем развиваться. А тогда смысл? Поэтому я обращаюсь ко всей оппозиции. Поддержите эти выборы, подключайтесь со своими сторонниками. Мы должны выиграть эти выборы. Мы должны получить статус, приехать в Туркменистан, открыть все дороги, сделать, чтобы все заехали в Туркменистан, взять спокойно время и провести новые выборы в Туркменистане. Поэтому у нас есть исторический шанс с помощью этих голосований, без одного выстрела, с помощью международного сообщества, выиграть эти выборы, заехать в Туркменистан, открыть дороги и убрать эту диктатуру. Поэтому я всех прошу серьезно отнестись, подготовиться, идентификация будет серьезная, выборы серьезные, и мы серьезно предоставим документы во все международные организации. Я всех благодарю за то, что вы следите за нами, нам доверяете. Особенно благодарю всех, кто меня поддержал на первом туре голосования. Я не уйду с этой дороги, пока не добьюсь результата. Результата мы добиваемся. Мы потихонечку идем, но жестко идем и добиваемся. Поверьте, многие говорят, вот Мурад ага, ничего не получится, они уже взяли, только оружие надо брать. Не надо брать оружие, когда есть законы, которые работают. Не работают в Туркменистане, работают в Европе, работают в Америке, работают во всем мире. Есть международные конвенции, международные договора. Туркменистан их подписал. Он будет их выполнять. Его заставят или санкциями завалят сразу. Он упадет сразу. Они убегут оттуда, поверьте. Поэтому у нас исторический шанс. Уберем все эмоции, уберем все распри, уберем все. Все вместе объединимся и пойдем вперед. Наш новое будущее ждет. В противном случае мы зависим опять на 30 лет. Поверьте. Спасибо всем за внимание. Я вам всем желаю крепкого здоровья.